Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. По делу пьяного паромщика на водной переправе Алекмент-Заречный проводится проверка. Госнадзор ведет расследование, проверяются все причастные к инциденту. Напомним, на днях в социальные сети вспыхнул ролик. На видео капитан водного судна пытался зайти на собственный борт в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это возмутило пассажиров. На сегодняшний день транспортной полиции уже изъяты материалы соответствующие, и ЛОРПом, объединенным речным пароходством, на сегодняшний день принят приказ по расследованию данного инцидента, и проводятся мероприятия по выявлению причин и так далее, по которым будет принято решение вплоть до увольнения действующего капитана данного судна. На сегодняшний день перевозка осуществляется, произведена замена судовладельца, капитана, и перевозки на данном маршруте выполняются бесперебойно. Свинка Пеппа пойдет на мировую с якутскими предпринимателями. Напомним, ранее мы сообщали, что правообладатель образа Свинка Пеппа, компания Entertainment One UK Limited, подала иск в арбитражный суд республики на 7 якутских предпринимателей. Истец требовал компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Предприниматели продавали игрушки и раскраски с наклейками, на которых была изображена Пеппа. Прокуроры Таттинского, Тампонского, Усть-Алданского и Усть-Майского районов начали проверку на предмет выявления нарушений прав потребителей в связи с отключением электроэнергии. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о электричестве. Действительно ли бездействие должностных лиц? При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, заявили в ведомстве. В Верхневилюйском районе в селе Харов в ходе санитарно-эпидемиологического расследования отобраны пробы продуктов и воды. Диагноз сальмонеллез подтвердился у 24 отравившихся. Напомним, в период с 13 по 15 июня у 21 человека была зарегистрирована общая кишечная инфекция. 8 из них связывают с употреблением пищи во время банкета. Роспотребнадзор предупреждает, что острая кишечная инфекция может протекать очень тяжело у людей с ослабленным иммунитетом, у маленьких детей и пожилых. В летнее время, особенно когда жарко, сроки хранения готовых блюд они сокращаются. И в связи с тем, когда проводятся торжественные мероприятия с организацией питания, рекомендуем остатки готовых блюд не разобрать по домам, в связи с тем, что во время организации этих мероприятий эти готовые блюда готовятся заблаговременно, в связи с чем могут там содержаться микроорганизмы, и потом могут быть они вызывать различные заболевания, отравления. Кроме того, необходимо соблюдать личную и общественную гигиену, чаще мыть руки. Особенно скоропортящуюся продукцию необходимо покупать в установленных местах. 17 иностранных граждан нарушили требования миграционного российского законодательства и будут выдворены за пределы республики. Это были граждане Украины, Китая, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. В ближайшее время иностранных граждан ждет депортация в соответствии со статьей «Последствия несоблюдения иностранным гражданином срока пребывания или проживания в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов. Курение у подъездов хотят запретить в первом чтении. Госдума планирует рассмотреть законопроект. Уже 5 лет в России действуют антитабачные нормы, запретившие курение на территориях школ, больниц, спортивных учреждений, объектов культуры, в санаториях и реабилитационных центрах. В офисных зданиях отводятся специальные места для курильщиков. Нельзя курить и в подъездах жилых домов, в кабинках лифта, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов, а также на расстоянии менее 15 метров от входов в вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро. Но у подъездов курить можно. Особенно недовольны жители нижних этажей, которые не могут открыть окна из-за табачного дыма. Парламентарии предлагают ввести запрет на курение на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды.
Сочинские росгвардейцы спасли утопающих из Якутии. Спасенными оказались отдыхающие в Сочи якутяне. 49-летняя женщина и ее 11-летняя внучка. Как выяснилось, девочка подошла к берегозащитному укреплению и не удержалась, соскользнула в воду. Бабушка, не умеющая плавать, предприняла попытку вытащить ребенка, но также оказалась в воде. На помощь успели росгвардейцы. Рассматривают вопрос о поощрении отличившихся бойцов. Когда я вышел к калитке, увидел, что тонут люди, я, не задумываясь, побежал на помощь. Были буквально вот здесь, им мешало подняться на берег. Он подплыл, он схватил ее, а я начала за него хвататься. Представляете, я не помню этого уже. И ее вот так вот вытащил, ее тут мужчины схватили. Я вообще не представляю, что бы вообще было. Если бы не Андрей, я вообще бы не знаю, что бы было. Мы просто бы утонули, и все. Вот. И Карина ринулась вперед у нас. Я говорю: Карина, остановись. Я оттуда еще закричала, говорю: Карина, стой, не ходи одна. Как она мне рассказывает, я говорю, бабушка сразу подскользнулась, упала на живот, и все, ее потащила сразу в воду. И вот точно так же я соскользнула, упала, и меня как будто волной, знаете, вот прям подкинула меня вверх. Я уже все, руки опустила, и я думала, мне бы ее вот выбросить бы оттуда, как-то помочь. Потому что я ее пыталась ее взять и вытащить сюда, а сама-то не умею уже плавать. Таганский районный суд арестовал водителя такси, сбившего пешехода в центре Москвы. Мужчина будет находиться под стражей до 16 августа. Арестованный не имеет постоянного места жительства в столице, а его адрес проживания не соответствует адресу регистрации. Напомним, ЧП произошло 16 июня. Водитель на большой скорости протаранил пешеходов, идущих по тротуару. Пострадали 7 человек, в том числе легкие ранения получили 2 гражданки Мексики. Водитель пытался сбежать, но его задержали. В полиции уроженец Киргизии Анарбек пояснил, что сбил толпу людей не специально. По словам таксиста, он перепутал педали газа и тормоза из-за усталости. Перед наездом на пешеходов он почти сутки без перерыва работал. Американского рэпера Джасси Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом X-Tensation, убили в Майами. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на местные правоохранительные органы. По данным портала, неизвестный в маске открыл стрельбу в тот момент, когда артист направлялся из мотосалона к своему автомобилю. При этом отмечается, что у злоумышленников могло быть 2. После совершения преступления они скрылись на черном внедорожнике. Также сообщается, что ранее артисту были предъявлены обвинения в том числе и в домашнем насилии и запугивании свидетелей. На этом пока все. Берегите себя.